Я смотрела ваше видео, и там это психофункциональная разблокировка. И у людей, дергались сами ноги, тело. Как это происходит? Это очень похоже на какой-то сеанс магии, но я понимаю, что это полная психология, и это наука. И можете рассказать, вот, как это у людей может так происходить? Да. Что вы делаете с ними? Сеанс психофункциональной разблокировки. Я провожу эти сеансы, их можно проходить как индивидуально, так и в группах. И так очень полезно. В группах даже некоторые, если даже стесняются, но я все равно рекомендую, в группах тоже очень полезно, потому что каждый человек еще и друг друга заряжает, да, то есть вообще работает все поле. И по сути, чем больше человек в этом поле, тем мощнее работа на бессознательном. На самом деле тут происходит все на бессознательном уровне. Когда я просто помогаю человеку зайти в необходимое состояние, в котором он может отключить контролера внутреннего, свой ум, свою аналитическую превосходную способность, да, и просто отдаться ощущениям, отдаться состоянием тела. И вот, допустим, ребенку, да, родители, ребенок был подвижный, активный, у него любознательный, ему все хотелось попробовать, почувствовать, понюхать, там еще что-нибудь, а родители говорили: сиди, да, например, либо там не плачь, либо не кричи, либо там еще какие-то различные слова, которые просто запрещали человеку чувствовать в моменте то, что он чувствует. Да? И ребенок просто, его мозг подал импульс к действию, а он его в моменте заблокировал, потому что ему не разрешили говорить, не разрешили чувствовать, не разрешили прыгать, не разрешили там смеяться, плакать и так далее, да? И он просто это в моменте заглушил. И вот этот заглушенный акт, он превращается во внутренний конфликт, и он никуда не девается из тела, он сохраняется в каком-то участке тела. И вот каждый момент запрета, испуга, там, гнева, то есть в каких-то эмоциональных состояниях происходят вот маленькие такие внутренние бессознательные конфликты. И эти конфликты все записаны в мышцах, в теле этого человека. И их огромное количество. Чем суровее среда, условно, да, где формировалась личность, тем больше вот этих конфликтов запечатано в теле. И как раз-таки в этом сеансе я позволяю человеку отпустить эти конфликты, то есть просто помогая ему войти в необходимое состояние, когда он может уже не контролировать, да, ему сказали: контролируй, сиди ровно, ногами не болтай, да, не смейся, не разговаривай, там, терпи, хочешь в туалет, не пойдешь в туалет, да, то есть всякие различные запреты могут родители придумывать, то есть они на это очень изобретательные. И как раз-таки вот это вот все и не дает человеку спокойно жить, и заводит уже к зачаткам вот этого депрессивного тревожного состояния. Да? И на сеансе у человека появляется возможность отключить вот этот контроль, отключить необходимость делать то телу, что говорит ему мозг, да, то есть как будто бы реакции мозга и реакции тела, они расходятся по разным направлениям, мозг отдыхает, контролер отдыхает, а тело начинает активно завершать все незавершенные мышечные конфликты, которые он когда-либо получил в своей жизни, будучи внутриутробно, будучи в раннем детском возрасте и во взрослом возрасте. То есть в любой период жизни все это хранится в мышечной памяти. Мышцы помнят все, тело никогда не врет. Поэтому и человеку в этом сеансе нужно просто позволить телу допрожить, перепрожить все эти незавершенные конфликты, чтобы он больше просто их в своей жизни не носил. А каждый конфликт,
он требует соответствующей ситуации, да, то есть и чем больше этих внутренних незавершенных конфликтов, тем больше нежелательных ситуаций человек к себе привлекает. Потому что ему нужно бессознательно завершить этот конфликт, поэтому он ищет похожую ситуацию в жизни, чтобы через нее хотя бы он мог завершить. Но это, как правило, не происходит, потому что это уже другая ситуация. И через работу с психологом этим можно заниматься бесконечно. Потому что этих ситуаций может быть огромное количество, да, и ты всю жизнь можешь прорабатывать одну, вторую, третью, четвертую ситуацию. А через этот сеанс психофункциональной разблокировки ты просто можешь массово вывести из тела все, что тебе больше не нужно на настоящий момент, чтобы в настоящем моменте остаться со своим состоянием счастья, именно со своим, да, не с чужими приобретенными, имплантированными состояниями, а остаться наедине с собой. И человек, когда поднимается с сеанса, я говорю, что ты чувствуешь? А он говорит, я чувствую свободу. Хотя человеку может быть 30 лет, 40, 50, 60. И он никогда эту свободу не чувствовал. Он всю жизнь жил в состоянии несвободы и в состоянии зависимости от каких-то прошлых, чужих, ненужных ему состояний. То есть он не чувствовал свое тело, не мог, просто тело было заблокировано полностью. Вот. А такая мощная разблокировка, происходя на сеансе, дает возможность человеку наконец почувствовать свое тело. И уже с этого момента находиться в этих ощущениях, в этих состояниях себя настоящего. И уже не позволять и не привлекать подобные ситуации, которые вызывают внутренние конфликты. И, естественно, уже генерировать, только в этот момент можно уже генерировать состояние счастья. Пока тело полностью заблокировано, если я буду неделю человеку говорить про счастье, он не поймет, потому что там занято место, то есть место занято, то есть его надо сначала освободить, да, а потом уже наполнять его счастьем. Вот и через психофункциональную разблокировку и через гипнотерапию это происходит быстрее. Не нужно тратить на это 1000 жизней, да, или 1 000 000 лет там, своих возможностей каких-то. Поэтому человек просто быстро и легко может освободиться от того, что ему больше не нужно, и начать уже заниматься тем, что ему нужно.